Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас лекция по сопоставительной типологии. Тема нашей лекции – сопоставительный типологический анализ постоянных признаков, грамматических признаков имени существительного в русском и кыргызском языках. Сегодня будем обсуждать следующие вопросы. Сначала мы сделаем с вами небольшой экскурс в сопоставительное типологическое изучение имени существительного в русском и кыргызском языках. Вторым вопросом у нас идет общекатегориальная характеристика имени существительного в сопоставляемых языках. Третий вопрос – лексико-семантические разряды имени существительного в русском и кыргызском языках. И четвертый вопрос – сопоставительная характеристика грамматической категории одушевленности, неодушевленности существительного. Пятый вопрос – сопоставительный анализ категории рода в сопоставляемых языках. И последним вопросом мы сделаем вывод, определим универсалии и уникалии имени существительного сопоставляемых языков. Перед чтением текста мы должны определить значение некоторых терминов. Что такое изоморфизм? Это сходство языковых явлений, структур и характеристик в разных языках. Он отражает универсальные свойства языков, которые проявляются независимо от их кинетической и типологической принадлежности. Например, существительные во всех языках обозначают предмет. Изоморфизм позволяет выявлять общие черты, объединяющие языки, и создает основу для межязыкового понимания и перевода. Второй термин у нас, что такое языковые универсалии. Значит, это те общие черты, присущие всем или многим языкам мира, независимо от их кинетической или морфологической классификации. Например, в русском и кыргызском языках падежная система состоит из 6 падежей. Языковые уникалии – это частные характеристики отдельных языков. Например, в русском языке существительные имеют постоянную морфологическую категорию рода. Это уникалии русского языка. В кыргызском языке, в отличие от русского языка, вопрос «кто» задается только человеку. Это уникалии кыргызского языка. Краткий экскурс в сопоставительное типологическое исследование имени существительного в русском и кыргызском языках. Давайте сначала определим общие понятия сопоставительной типологии. Сопоставительная типология – это раздел языкознания, изучающий структуру, грамматическую, лексическую, фонетическую особенности языков и различия между двумя или более языками, независимо от их родства. Существенный вклад в развитие контрастивного изучения имени существительного в русском и кыргызском языках внесли Захарова, Скирдов, Кудайбергенов, Садыкова и другие исследователи, рассматривающие существительные в сопоставительном, семантическом и функциональном аспектах. Общая категориальная характеристика значения имени существительного русского и кыргызского языков связана с предметностью имени существительного. То есть имя существительное в сопоставляемых языках обозначает предмет, лицо, явление, абстрактные понятия, как самостоятельных объектов мысли. Это значение является универсальным для русского и кыргызского языков, но выражается различными грамматическими средствами. При общей семантике предметности категория реализации имени существительного в русском и кыргызском языках существенно различается. Лексико-семантические разряды имени существительного в кыргызском и русском языках, то есть группы слов, выделяемые по общности их значений. В русском и кыргызском языках существительные делятся на такие лексико-семантические разряды, как собственные нарицательные, одушевленные, неодушевленные, конкретные, абстрактные и собирательные. В русском и кыргызском языках наблюдается совпадение основных лексико-семантических разрядов, но, однако, грамматическое оформление и частотность могут различаться в зависимости от типологических особенностей языков.
Сопоставительная характеристика грамматической категории одушевленности и неодушевленности имени существительного. В русском языке основой выделения одушевленных и неодушевленных существительных является то, что при склонении одушевленных существительных родительный падеж совпадает с винительным падежом, а при склонении существительных, неодушевленных существительных винительный падеж совпадает с именительным падежом. А в кыргызском языке как такого одушевленные и неодушевленные существительные выделяются, но они грамматического выражения не имеют. Таким образом, в русском языке категория одушевленности, неодушевленности является обязательной и классифицирующей, тогда как в кыргызском языке она носит исключительно лексико-семантический характер. Сопоставительный анализ категории рода имени существительного. В русском языке категория рода является одной из существенных постоянных грамматических признаков. В русском языке выделяется 3 рода: мужской, женский, средний род. И выражается морфологически окончаниями и проявляется в согласовании имени существительного с прилагательными, порядковыми числительными, местоимениями и глаголами прошедшего времени. Например, новый дом, новое лицо, новое окно, он пришел, она пришла, оно пришло. Категория рода в кыргызском языке отсутствует, поэтому существительные не имеют грамматического оформления мужского, женского и среднего рода. Семантика по полу выражается лексическими средствами типа женщина-врач, аял-врач, мужчина-учитель, эркек мугалим. Давайте сделаем вывод. Уникальность имени существительного русского и кыргызского языков состоит в том, что лексико-семантические разряды у них одинаковые, совпадают. Уникалии русского языка, имени существительного русского языка в том, что здесь наличествует категория рода. В то же время, как таковой категории в кыргызском языке отсутствует. Таким образом, сопоставительный анализ постоянных морфологических категорий имени существительного позволяет находить взаимодействие универсальных языковых закономерностей и типологической специфики каждого языка, что имеет для теории важное значение для теории языка, перевода и лингводидактики.